Есть. Да, здесь. Так. Сейчас проверку связи сначала. Сразу начинай. Прием. Прием. Так. Москву слышно? Вот так, да? Лучше будет. Да. Сделай, что послушаешь. Ты там попадаешь. Москву слышно? Прием. Отпишитесь, пожалуйста, видно ли? Слышно ли? Кто-нибудь может трансляцию открыть? Со звуком. И по идее думаю, что да, что все нормально. Просто хотелось подтверждения от других. А? Запаздывание есть. Что-нибудь скажи попозже? Нет, Да, слышно. да, окей. Все, Денис, начинай. Отлично, конечно. Ой. Добрый день. Меня зовут Денис Кутлубаев. Я работаю разработчиком мобильных приложений в Москве. Опыт у меня примерно 5 лет. Начинал я с разработки для iOS и сейчас разрабатываю для iOS и для Android. Так, переключим сейчас на мою презентацию. Я расскажу про самые азы, которые необходимы для начинающих. И тема моя называется «Введение в разработку мобильных приложений для iOS и Android на Objective-C и Java». Вообще мобильные приложения бывают 3 типов. Нативные, гибридные и веб-приложения. Нативные приложения – это те приложения, которые написаны на, соответственно, Objective-C или Java для iOS и Android. Гибридные – это приложения, которые содержат в себе и код на C, Java и HTML. А веб-приложение – это приложение, которое сделано просто в виде сайта, который нормально отображается на мобильных платформах. Я буду рассказывать только про нативные приложения. Их преимущество в том, что они гораздо более функциональны, они могут использовать различные датчики, геолокацию, и они гораздо быстрее работают, чем те приложения, которые сделаны в виде сайта. Начну с истории. Все началось в 1969 году, когда Деннис Ричи в лабораториях Bell Labs занимался разработкой новой операционной системы Unix. Чтобы ее разработать, эту операционную систему, он создал язык C на основе языка B. Но этот язык был структурным, то есть в нем код просто исполнялся строка за строкой, и максимум, что было, это функции и процедуры. Затем программисты стали понимать постепенно, что хорошо бы писать программы, так же как инженеры создают различные устройства из готовых компонентов. То есть собирать из готовых блоков программы. Тогда программы писались бы быстрее и были бы более понятными. И наилучшим кандидатом для реализации этой идеи было объектно-ориентированное программирование.
которая стала заменять постепенно структурное или процедурное программирование. И начали появляться языки, которые C-подобные языки, которые были как бы улучшениями языка C. В частности, вот в начале 1980-х Бьерн Страуструп, тоже в лабораториях Bell Labs, разработал язык C++, который просто был... Сначала он его просто создал для собственного удобства. Также в начале 80-х был создан язык Objective-C Брэдом Коксом на основе тоже языка C и языка Smalltalk. Затем этот язык Objective-C лег в основу как бы iOS разработки и разработки под Mac. В 1995 году компания Sun Microsystems выпустила первую версию языка Java. Поначалу язык Java был создан для бытовой техники. То есть основная его идея в том, что обычные языки, например, там C++ или Objective-C, они компилируются сразу напрямую на устройство. А Java компилируется сначала в байт-код, это такой промежуточный код, который затем может интерпретироваться на любых устройствах с помощью специальных интерпретаторов под названием Java машины. И, соответственно, вы можете написать код там на одном и том же языке, как для стиральной машины, так там, и для мобильного телефона, и там, для компьютера. Затем Java стала более широко использоваться, начали писать и веб-приложения на нем, и мобильные приложения. И, соответственно, Android, для Android пишут на Java. В 2007 году состоялся релиз первого iPhone. Начало разработки первого iPhone было положено в 2004 году, а в 2008 году вышла первая версия Android и, соответственно, Android смартфонов. А началась разработка Android в 2005 году. Компания Google купила компанию Android и, соответственно, доработала эту операционную систему. iOS создан на базе Unix-подобной операционной системы FreeBSD и кода компании Next. Next это была вторая компания Стива Джобса, и там были разработаны фреймворки, которые потом легли в основу iOS. А Android, он был создан на базе ядра Linux, но там своя Java-машина под названием Dalvik и, соответственно, приложения, которые пишутся на Java, они исполняются вот на этой Java-машине. Отличие iOS в том, как бы преимущество iOS в том, что там более платежеспособная аудитория и более высокая доходность приложений. А преимущество Android в том, что на нем очень много устройств. В частности, в 2014 году было продано 1 миллиард устройств на Android. Соответственно, если вы, например, делаете бесплатное приложение с рекламой, то лучше делать сначала для Android. А если вы делаете платное приложение или приложение с внутренними покупками, то лучше на iOS, потому что там больше шанс заработать. Вот так выглядит разработка под iOS. Это Xcode, среда разработки. Ну, собственно, писать нужно на языке Objective-C, вот так он выглядит. В Objective-C C-подобный синтаксис, но есть еще вот такие вот квадратные скобки вокруг вызовов функций. Тут на самом деле не вызывается не функция, а посылаются сообщения объектам и классам. Android-разработка тоже похожа, но она ведется на языке Java в среде разработки Android Studio. Раньше многие разрабатывали на Eclipse, но постепенно стали разрабатывать только на Android Studio, потому что там удобнее всего это делать. Это вот среда разработки Android Studio. И на экране мы видим XML. На Android интерфейс делается на
пишется в XML, как бы, а код пишется на Java. Ключевые навыки, которые нужно в себе развить, чтобы начать разрабатывать мобильное приложение, это нужно научиться ставить перед собой цель, формулировать задачу, потому что если не поставить цель, то непонятно, что ты хочешь сделать, и непонятно, что тебе нужно для этого изучить. А затем нужно научиться получать удовольствие от творения, от разработки, потому что нужно будет много чему научиться и преодолеть много сложностей. Ну и, в принципе, это должно стать вашим любимым делом. Упорство в решении проблем нужно, потому что постоянно возникают всякие баги, ошибки. Иногда там часто нужно преодолеть какие-то сложности. Ну и пытливость ума нужна, потому что постоянно выходит что-то новое. И, например, вот из последних новинок это часы и телевизоры. Для них тоже можно разрабатывать приложения. Теперь расскажу о специальных навыках, которые нужно получить. Я их разделил на 3 типа. Это общие навыки для iOS разработки и Android разработки. Дело в том, что iOS и Android, они очень похожи на самом деле по философии. И там есть views, так называемые, это виды. Есть, как бы, используется широко паттерн проектирования, модель, вид, контроллер и много общих, соответственно, навыков нужно иметь. Ну, самый главный навык, на самом деле, это английский язык, потому что вся литература и статьи на английском языке. Английский язык нужно учить постоянно, совершенствоваться в нем, и я рекомендую читать все на английском. Потому что перевод, книги, которые выходят, они зачастую устаревшие, а если даже не устаревшие, то перевод в них кривой. Второй навык – это нужно глубоко понимать объектно-ориентированное программирование. Следующий навык – это нужно знать алгоритмы и структуры данных. Например, самый важный алгоритм – это алгоритмы сортировки и поиска. Структура данных, самое важное – это связанный список, дерево, очередь, стэк. Нужно понимать системы контроля версий и уметь ими пользоваться. Далее нужно знать паттерны проектирования, например, MVC, делегирование, команда, интерфейс и так далее. Наблюдатель. Следующий навык – это нужно уметь создавать реляционные базы данных, знать SQL. Далее модульное тестирование, юнит-тестинг. Нужно понимать многопоточность, как реализовывать многопоточность в приложениях. Это очень важно, потому что, например, когда вы создаете у приложения есть интерфейс, с которым пользователь взаимодействует, и какие-то процессы, которые пользователь не видит. И если эти процессы будут в том же потоке, что и интерфейс, то это будет очень сильно создавать лаги в интерфейсе. Поэтому многопоточность как бы нужно понимать и уметь применять. А далее нужно знать основы веб-программирования, HTML, CSS, JavaScript, JSON, XML. Потому что веб используется широко тоже в разработке приложений. Скриптовый язык желательно какой-нибудь знать, Python, Perl, PHP. Есть еще другие языки, но вот это основные, самые популярные, пожалуй. Я лично пишу на Python. Желательно уметь создавать самому серверную часть, потому что не всегда есть серверный разработчик. И если вы создаете свое собственное приложение, то будет очень полезно уметь создавать серверную часть. И знать REST API. Затем нужен навык использования API различных социальных сетей, умение пользоваться аналитическими библиотеками, Flary, AppsFlyer, Google Analytics. Желательно знать Photoshop на каком-то базовом уровне, чтобы можно было из дизайна вырезать какие-то слои, создавать картинки для приложений.
Ну и умение использовать сторонние библиотеки на C++ и C. Потому что многие сложные вещи написаны именно на этих кроссплатформенных языках и применяются в мобильных приложениях и десктопных приложениях. Навыки, которые относятся именно к iOS, это глубокое знание Objective-C, управление памятью, Memory Management, ARC, блоки, категории, протоколы. Также вышел новый язык Swift, его тоже желательно изучить. iOS SDK нужно хорошо знать, в частности, библиотеки In-App Purchases, Location, для push-нотификации. Это самые сложные библиотеки. Ну, есть еще UIKit и прочее. CocoaPods – это инструмент для сборки, очень удобный. GCD – это многопоточность, AF Networking – это взаимодействие с сетью, Core Data, Core Graphics, Core Animation – это тоже фреймворки для iOS. Нужно знать среду разработки Xcode, уметь публиковать приложение в iTunes Connect и пользоваться TestFlight. Это инструмент для тестирования приложений. Навыки, которые относятся только к Android – это знание языка Java, знание SDK Android, там тоже похожие фреймворки, умение пользоваться фрагментами. Фрагменты – это части Activity. Они позволяют создавать приложения для планшетов и телефонов одновременно. Gradle – это инструмент для сборки. Ну и нужно уметь публиковать приложение в Google Play. Теперь перейду к сайтам, которыми я рекомендую вам пользоваться. Я их разделил на 5 категорий. Сайты, которые помогают в решении проблем и поиске информации, репозитарии и open source. Далее сайты, которые помогают обучаться разработке. Глубокое изучение – это в основном блоги и сайты, которые являются онлайн-инструментами, также сайты, связанные с дизайном и книгами. Для решения проблем я вот чаще всего использую Google, то есть если у вас возникает какая-то проблема, там какой-то баг непонятный, вы можете просто скопировать текст этого бага, вставить в Google, нажать Enter, и вы тут же получите решение. Потому что большинство проблем, с которыми вы будете сталкиваться, они уже давно решены. В мире очень много разработчиков, и в Google хорошо ищет в англоязычной среде, в отличие от Яндекса, и поэтому я рекомендую им пользоваться. Stack Overflow тоже это сайт, на котором можно задавать вопросы и помогать другим разработчикам. Это сайт, на котором разработчики помогают друг другу в решении различных проблем. И еще раз повторюсь, большинство проблем уже давно решены, и, скорее всего, в Stack Overflow они как бы есть. Далее два основных сайта – это developer.apple.com, это сайт разработчиков Apple, и, соответственно, для Android. Ну и Википедия. Open source сайты основные – это Bitbucket и GitHub. CocoaPods – это там хранятся как бы тоже библиотеки для iOS разработки. Вообще пользоваться библиотеками нужно уметь, open-source, потому что это очень сильно ускоряет разработку. Для обучения можно использовать YouTube. В YouTube очень много каналов по Android и iOS разработке. Например, Android Developers. Там появляется всегда очень много новых роликов про новые технологии. И желательно это все просматривать, учиться. На Хабр тоже много интересных статей появляется. Там про новые технологии часто рассказывают. rayvenderlich.com – это сайт разработчика Рэя Вендерлиха. Он посвящен туториалам, то есть обучающим как бы таким урокам по разработке. Блоги, ну, самый известный блог – это, наверное, NSHipster. Блоги нужно читать, чтобы знать какие-то тонкости разработки.
Онлайн-инструменты. Я вот часто пользуюсь makeappicon.com, iOS Fonts. На Озоне вы можете купить книги по разработке для iOS и Android. А marketinvata.com – это очень хороший ресурс, на котором можно дешево купить дизайн для приложения или для сайта. Книги, которые я рекомендую. Сила Objective-C Мэтта Гэллоуэя, но это для продвинутых. Затем можно читать любые книги по Android и iOS разработке. Java 8 полное руководство Герберта Шилта. Освой самостоятельно C++ за 21 день Джесса Либерти. Хакинг, искусство эксплойта Джон Эриксон. В частности, рекомендую прочитать первые 100 страниц этой книги, посвященной языку C. Совершенный код МакКоннелла и чистый код Роберта Мартина. Также я рекомендую участвовать в различных конференциях и хакатонах, чтобы расширять свой кругозор. В частности, вот в конференции Башкон обязательно участвуйте. Можно просматривать в интернете конференцию Apple WWDC, Worldwide Developer Conference. На этой конференции Apple всегда показывает какие-то свои новые новинки и показывает... Там есть много лекций по разработке. Google I.O. аналогичная конференция. Яндекс проводит тоже каждый год конференцию под названием Як, Yet Another Conference. Я участвовал в 2 конференциях и очень рекомендую их посещать. Они проводятся в Москве. Часто приезжают иностранные разработчики. Например, в этом году приезжал разработчик из Dropbox и приезжал разработчик CocoaPods. В том году приезжал разработчик из Apple. Очень полезно посещать эти конференции. Также проводится конференция DroidCon. Это европейская конференция про Android. 2 года назад она проводилась в Москве и был хакатон также про Android. Также есть в России компания Apps for All. Она часто проводит хакатоны, и там можно узнать новости о каких-то новых проводимых хакатонах, поучаствовать в них. Я вот, например, выиграл один хакатон в номинации Samsung. На этом все, но для начинающих разработчиков я хочу дать задание. Я вот разработал приложение Башкон. Его пока нет в Google Play, но оно есть на GitHub. Соответственно, вводите просто на GitHub Башкон, можете скачать исходники этого приложения. И задача вам, первая задача, вот помните, я говорил, что нужно иметь цель. Имея цель, вы гораздо быстрее добьетесь результатов. И можете скачать это приложение, клонировать этот репозиторий и создать свое собственное приложение на основе этого, связав его с каким-нибудь сайтом. Все, спасибо за внимание. Какие вопросы, может быть, у кого-то есть? Где Ильдар? В трансляции. Че про Машки ничего не было. Вы еще онлайн, скорее всего, все. Да? Наверное. Так что там про Башкир? Я все закончил. Все? Да. Вопросы будут или как там? Или не надо? Так, вопросы. Пока не было вопросов, есть только Угу. в Ютубе. Хорошо. Так, сейчас у нас будет докладчик из Турции, из Анкары, Рим Хилажев. Сейчас я ему буду звонить. Что ты?
на связи. Вы меня видите? Хорошо. Так, здравствуйте. Всем добро пожаловать. Меня зовут Рим. Я сделаю короткую презентацию, обзор разработки порталов с мобильными клиентами. У меня есть эхо. Выключить здесь. Так, я продолжаю. Все, я готов. Извините за задержку. Меня зовут Рим. Вкратце, кто я? Я работаю архитектором программ в компании BTT Limited. До этого я работал в Институте космических исследований Турции. Также работал в Ericsson Mobility World, где я разрабатывал мобильные приложения для ВАП-устройств, если кто-то помнит, что это было. В то же время я подводный фотограф. В свободное время я люблю фотографировать моделей и рыб на дне моря. Я также участвую в разных международных конференциях. В этом году я выступал на конференции Android-разработчиков DroidCon в Берлине, также на конференции AndevCon в Бостоне. Я в это время делал презентацию по управлению мобильными устройствами, Mobile Device Management. Так, вот, вкратце о некоторых из моих проектов. Так. Один из моих старых проектов — это башкирская кухня. На этом сайте мы с моей супругой выложили все рецепты башкирских блюд, ну, которые мы знали. Заходите, смотрите, если есть что-то новое или то, что мы не знаем, пожалуйста, присылайте или сами публикуйте. Сайт открыт для всех. Сайт называется башкирскаякухня.com. Также один из моих недавних проектов — это музыкальный портал bizdenezgiler.com. Это музыкальный портал для турецкого. Весь музыкальный архив турецкого телевидения государственного выложен на этом портале. Этот портал, в частности, поддерживает также и мобильные устройства. Вы можете заходить туда с любого устройства, с Android, iPhone, с компьютера, и можете искать музыку, можете прослушивать, сделать себе плейлисты и слушать музыку с любого мобильного устройства, повторюсь. Этот портал сделан с помощью технологии Responsive, где
сам сайт подстраивается под размеры устройства, с которого на него заходят. Также на этом сайте есть система караоке. Вы можете зайти, записать караоке на популярные турецкие народные песни, выложить их в Facebook, поделиться с друзьями. Другой проект – это как раз Mobile Device Management, управление мобильными устройствами. Это сейчас очень популярная тема, потому что в каждой фирме, в каждом банке люди пользуются своими мобильными телефонами, хотят подключаться к почте через свои мобильные устройства, но в то же время каждый из них – это источник угрозы для безопасности. Поэтому все компании предпочитают управлять мобильными телефонами и защищать их от вирусов или вредоносных программ. В 2013 году Министерство образования Турции решило раздать всем школьникам во всех государственных школах по планшету. То есть это получается 15 миллионов планшетов во всех государственных школах. В то же время во все школы был подключен интернет бесплатный, так что школьники получили возможность подключиться к интернету и получили доступ ко всем данным всего мирового интернета. Но так как это 15 миллионов устройств, нужно как-то ими управлять, потому что если они попадут не в те руки, можно с них заходить на всякие неразрешенные сайты. Допустим, для школьников недопустимо заходить на всякие порно-сайты. Они также могут использовать эти планшеты не по назначению, например, фотографировать друг друга в непристойном виде и так далее. Все-таки Турция – это религиозная страна. Также эти планшеты могут украсть, эти планшеты ломаются, все-таки 15 миллионов устройств – это немало. Поэтому нужно было разработать систему управления этими устройствами. В 2013 году эта система была запущена. На данный момент мы управляем более миллиона Android-устройствами, и система готова поддерживать до 15 миллионов устройств одновременно. Вкратце план презентации. Так как мы немного ограничены во времени, я сделаю краткий обзор, как устроены современные порталы, какие бывают мобильные клиенты и как можно их разработать, разные методики. А также оптимизация связи между сервером и мобильным клиентом. Вот типичное устройство портала. Где-то есть какой-то сервер, допустим, www.bashkir.org, и у вас есть браузер. Вы с этого браузера заходите на сервер, часто не интересуетесь, из чего он состоит и как он устроен. Обычно он устроен как? Туда вы устанавливаете движок портала. Например, вы можете использовать какой-нибудь готовый движок, типа WordPress, Joomla или какие-нибудь форумные движки. Они уже есть более десятков лет, поэтому очень популярны, в общем-то испытаны. Этот движок как раз выкладывает вам все данные, все посты, вы можете там регистрироваться и пользоваться этим порталом. У всех движков обычно есть база данных, в которой хранятся все эти статьи, все учетные записи пользователя и так далее. Также имеется хранилище медиафайлов, а именно картинок или видео, которые выкладывают пользователи. Это, в принципе, стандартное, типичное устройство порталов. Большинство порталов в интернете устроены именно так, приблизительно, плюс или минус. Вы можете пойти на один шаг дальше, разработать свой движок для портала, например, как Facebook или Twitter. И тогда уже вы не будете пользоваться готовым движком. Еще следующий шаг. Вы можете сделать дизайн responsive. То есть responsive – это технология, которая позволяет сайту
подстраиваться под размеры экрана, с которого заходят на этот сайт. Например, на тот же сайт вы можете зайти из мобильного устройства, из большого компьютера, и он автоматически будет подстраиваться под размеры экрана и будет выглядеть достойно и удобно на любом размере экрана. Также, если вы сделаете responsive design, вы можете заходить на него с мобильного браузера, то есть с мобильных устройств. Вы можете сделать HTML5 приложение, которое будет работать в самом браузере. То есть это большая разница заключается в том, что HTML5 приложение выглядит у вас на экране как самое настоящее приложение в Windows. И когда вы нажимаете на какую-то кнопку, вся страница не обновляется, обновляется только часть какая-то, или просто что-то меняется. То есть этот сайт работает очень быстро. Обычно такие приложения изготавливают для разных корпораций или для, например, Gmail использует такое, Hotmail, они все используют HTML5 приложения, которые работают у вас в браузере. Самое главное, они используют очень мало интернета, поэтому они очень быстро работают. Каждый раз, когда вы кликаете или тыкаете куда-нибудь на экране, весь сайт очень быстро работает. Также вы можете взять это HTML5 приложение, обернуть его в оболочку и установить на мобильное устройство. То есть вы пишете одно приложение, засовываете его в оболочку, и у вас уже готово приложение для Android, у вас готово приложение для iOS, для Windows, и все могут скачивать это приложение и устанавливать. Единственная разница в том, что они не заходят в интернет через браузер, они просто запускают ваше приложение, но внутри этого приложения работает HTML5 приложение, внутри оболочки. Следующий шаг. Вам нужно разработать веб-сервис. Веб-сервис будет подключаться к базе данных и выдавать статьи, контент с вашего сайта. Зачем нужен этот веб-сервис? Обычно HTML5 приложение подключается к веб-сервису, чтобы не загружать всю страницу, чтобы не загружать весь сайт заново. Он подключается только к веб-сервису и скачивает только, допустим, название страницы, только список картин, и все это работает очень быстро. Также веб-сервис нужен для нативных мобильных приложений. Если вы разработали мобильное приложение для iOS или для Android, для iPhone, ваше мобильное приложение работает внутри вашего телефона, подключается к вашему порталу через веб-сервис. То есть, опять же, идет обмен данными, но в очень маленьком масштабе, и все это работает очень быстро и работает удобно даже через 3G, через GPRS. Вкратце, типы мобильных клиентов. Самый простой, конечно же, это мобильный браузер. Вы просто включаете мобильный браузер, подключаетесь в интернет, заходите на сайт и пользуетесь сайтом. Если этот сайт responsive, тогда он будет выглядеть достойно на вашем экране. Если это не responsive, тогда вам придется немножко поработать пальчиками и увеличивать на нужный кусочек экрана. Другой вид – это HTML5 приложение. HTML5 приложение может работать как и в простом браузере, а также может работать и внутри оболочки. Далее я расскажу об этом поподробнее. Также бывает нативное приложение. Это, то есть, вы специально для iPhone пишете отдельную программу, потом идете для Android пишете другую программу, для Windows пишете третью программу. И также, если вы хотите, чтобы у вас был веб-сайт, вы пишете еще и веб-сайт. Итак, HTML5 приложение, вкратце, это обычный веб-сайт, который состоит из JavaScript, CSS и HTML. Он просто выглядит как какое-то приложение, которое работает у вас на компьютере. И оно подключается к серверу, обменивается данными, но вся страница у вас не обновляется, обновляются только участки экрана или просто на экране что-то меняется. Для этого вы можете использовать какую-нибудь библиотеку типа
AngularJS, которая является примером Model View Controller Framework, то есть разделение модели, представления, презентации пользователю и контроллера на заднем плане. AngularJS является очень хорошим примером такой библиотеки. Вы можете ее использовать в ваших приложениях. Также вам нужно сделать responsive design, чтобы ваше приложение подстраивалось автоматически под размер любого экрана. И в конце всего вам нужно обернуть это ваше HTML5 приложение в оболочку для iOS, Android или Windows. Это нужно будет делать каждый по отдельности. Для этого существуют специальные программы, например, Appcelerator, Xamarin Studio и другие, которые помогут вам взять ваше HTML5 приложение и превратить его в мобильное приложение. Единственная разница здесь заключается в том, что ваше мобильное приложение будет работать внутри оболочки, внутри другого приложения. Здесь может быть небольшая задержка в быстродействии вашего приложения. И как устроено HTML5 приложение? Как оно работает? Вкратце. Получается, на сервере у вас есть веб-сервис, вы готовите HTML5 приложение, вы делаете responsive design, и потом можете подключаться к этому HTML5 приложению через браузер или через мобильный браузер, или установить мобильное приложение, которое внутри будет содержать это самое HTML5 приложение. Надеюсь, я не запутал, слишком много терминов. Нативное приложение. Оно использует веб-сервис на стороне сервера и обменивается данным с ним. Вам нужно написать отдельное приложение для iPhone, вам нужно отдельно написать приложение для Android и для Windows. Зачем писать тогда отдельные приложения? Самая главная разница это в том, что нативное приложение, оно будет выглядеть естественно. То есть вы смотрите на это приложение для iPhone и знаете, что оно сделано для iPhone, и вы знаете, куда нажимать и что произойдет, если вы, допустим, тыкнете экран 3 раза или пальцем проведете налево. То же самое для Android. Вы знаете, что вот это Android-приложение, кнопки обычно расположены так, вы знаете, что от него ожидать. Но, получается, вам каждый из них нужно разрабатывать отдельно. То есть и для iPhone вам нужно писать эту программу, хотите 15 минут, хотите 2 месяца. То же самое нужно будет сделать для Android и для Windows приложений. И как же выглядит нативное приложение? Опять есть база данных, есть также хранилище медиафайлов и веб-сервис, к которому, собственно, будет подключаться мобильный клиент. И мобильное приложение. В этом случае все выглядит проще со стороны сервера. Как оптимизировать связь между мобильным клиентом и между сервером? Кстати, HTML5 приложение тоже может быть тоже может работать как клиент и подключаться к веб-серверу, к веб-сервисам за данными. Что требуется от мобильных приложений? Нужно, чтобы они использовали очень мало, чтобы они меньше использовали батарею, чтобы меньше использовали интернет-трафика, и также, чтобы они работали быстрее. Как этого можно добиться? Это можно добиться тем, чтобы делать минимальное количество транзакций, минимальное количество связей, обращений к серверу. То есть каждый раз, когда вы подключаетесь к серверу, делаете запрос зачем-то, например, нет ли новых сообщений, если вы каждую минуту подключаетесь к серверу и спрашиваете, есть новые сообщения, есть новые сообщения, есть новые сообщения, это получается каждую минуту у вас на вашем устройстве вы включаете Wi-Fi или включаете 3G, передаете данные туда, потом ждете, пока сервер ответит, получаете данные, и получается, вы постоянно тратите батарею, постоянно тратите ваш интернет-трафик, и в то же время, если вы это делаете раз в минуту, получается, ваши сообщения придут с запозданием в 1 минуту.
Что нужно сделать для того, чтобы ваши сообщения приходили мгновенно? Для этого можно использовать push messaging. Для этого вы просто подключаетесь к серверу и ждете, что сервер пришлет вам эти сообщения автоматически. И вы не тратите ваш трафик, вы не тратите время пользователя. Итак, чтобы уменьшить количество запросов, чтобы уменьшить использование батареи, трафика, нужно делать меньше запросов. Не нужно делать запросы, вот как я говорил, каждую минуту. Эти запросы можно делать, допустим, только когда есть интернет или когда пользователь нажмет на кнопку «Обновить». Использовать маленькие пакеты данных. Если вы используете протокол XML, то есть формат XML для обмена данных, это вы, допустим, используете 100 байт для передачи самого простого запроса. Если вы используете формат JSON, вы используете вдвое меньше, примерно 50 байт. Также вы можете использовать бинарный протокол. Если вы используете бинарный протокол, вы используете даже вдвое меньше данных, чем JSON. Например, можете использовать также Google Speedy Protocol. Этот протокол не только шифрует данные, он их еще и сжимает при помощи gzip. И то есть ваши данные переходят намного быстрее и занимают намного меньше трафика. Мы обратили внимание, что этот протокол работает намного быстрее, а самое главное, он работает очень хорошо, когда связь плохая. Вот, допустим, вы выехали на дачу, хотите подключиться куда-нибудь к Фейсбуку, допустим, или заходите на какой-то сайт, и сайт постоянно тормозит, сообщения не доходят. А если бы этот сайт использовал Speedy протокол, тогда бы даже когда связь плохая, ваши сообщения бы проходили без проблем. Также вам следует оптимизировать работу с сетью. Например, вам нужно сперва проверить, есть связь или нет, перед тем, как пытаться отправить сообщение. Потом, если связи нет, тогда ваше приложение должно уснуть и ждать, когда связь появится. Например, в Android вы можете поставить специальный, забыл, как это называется, вы можете поставить просто как бы будильник, что когда связь появится, или когда связь изменится, ваша программа, ваше приложение проснется, проверит, ага, есть ли у меня Wi-Fi, есть ли у меня 3G, хорошо, и потом делаете запрос на сервер. А если у человека нету связи, допустим, 3 дня или целый месяц, ваше приложение просто спит и не тратит ни батарею, ничего. Вкратце это было все. Спасибо за ваше внимание. Если будут вопросы, я буду рад на них ответить. Сейчас посмотрю, если кто-нибудь писал. Вы можете связаться со мной через Google+, можете написать мне email. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Есть ли вопросы? Хорошо, спасибо за внимание. Было очень приятно. До новых встреч. Так. Включи звук. Включи. Да, отключи. Включено. А? Наверное. Нет, надо отключить. Так. Проверьте, пожалуйста, трансляцию. Меня слышно? Наверное, да. Ты не можешь проверить.
Леонид. Так, Да, слышу. да, я, к сожалению, из-за проблем с трансляцией не успел выступить в первой части, как было запланировано. Поэтому я хочу свои оставшиеся мысли сейчас быстренько выразить. Ну так вот, у нас, то есть нам предложили дать предложение для Всемирного Курултая. И, значит, команда башкирских проектов, а конкретно несколько координаторов, это я, Раиль Салимов, Марат Ахмедшин, Рустем Нуриев, Альфия Акбутина. Мы сформулировали документ, который назвали «Стратегия развития башкирского языка и культуры в информационном пространстве». Это как раз та сфера, которая у нас хуже всего развита. Каждый из нас сформулировал какие-то направления самые важные, и потом мы их расширили. Я сейчас как раз покажу этот документ. Так, вот этот документ. В чем особенность того, что мы делаем? Так, сейчас, секундочку. Да. Мы всегда, когда разрабатываем какие-то серьезные документы, мы работаем коллективно и через облачные сервисы. В данном случае через Google Drive, потому что он очень удобен. Я вижу в режиме прямой трансляции, кто что редактирует, и могу откомментировать любой текст. То есть коллективное создание документов намного эффективнее, чем сидеть делать это по одному или через комментарии пересылать друг другу файлы. Мы потратили всего 2 дня на это. Это на самом деле очень короткий срок для документов такого уровня стратегического. Какие самые важные моменты есть в этой стратегии? Мы поделили на 3 направления. Первое направление – это средства массовой информации и другие каналы доставки информации. Это первое направление. Второе направление – это, значит, так, сейчас, секундочку. Значит, второе направление – это содействие интеграции в глобальную информационную систему, продукты и посредничество. Что это значит? Это значит, что мы не можем в плане развития своих продуктов, мы не можем являться какой-то автономной единицей, которая существует по своим законам, которая работает только на свой рынок. Это совершенно неправильный подход. Мы являемся частью глобального мира, и как бы, по крайней мере, в плане информационного пространства это именно так. Поэтому должны учитывать это. Третье направление – это увеличение объема данных в сети. Так как сеть – это отдельная среда коммуникации, так же, как и реальный мир, мы должны заботиться о том, чтобы увеличить массу информации, которая сосредоточена в ней. И, соответственно, все это приводит к тому, что изменяется структура жизни и качество жизни народа. Ну и подробнее, какие именно моменты для нас являются самыми важными. Значит, по поводу СМИ. Ну, я думаю, что не стоит объяснять, какие есть проблемы у башкирских СМИ, у башкирских источников информации. Большинство из вас точно знает, что там происходит. Обычно мне говорят очень нехорошие вещи, и даже сами редакторы, в принципе, в курсе всех проблем. Как это все решить? Значит, ключевой момент, что невозможно реформировать всю отрасль, если оставить только всех тех же людей, все те же источники информации, те же бренды. То есть, на мой взгляд, это реально невозможно. И
первое, что мы должны делать, это создавать какие-то новые источники информации. Огромное количество молодых людей уже этим заняты в сети. Они создают свои паблики, они создают свои каналы в видеосервисах, они придумывают какие-то совершенно фантастические какие-то проекты. То есть это все средства доставки информации, средства коммуникации. Я думаю, что в итоге все это перерастет в нечто большее. То есть не стоит это воспринимать как что-то несерьезное, как будто это игрушка. Хороший тому пример — вполне себе развитые и мощные паблики в социальных сетях. Ну, социальные сети, в принципе, сейчас самая развитая сфера, самая массивная, объемная по количеству контента на башкирском языке. Значит, конечно, созданием новых только не получится, то есть все-таки нужно попытаться реформировать и старые. И реформирование это связано с тем, что от текущих моделей развития нужно отказаться. То есть реально если развиваться как сейчас, то это приведет к полному коллапсу этой отрасли, и все наши бренды, которые были, они на самом деле исчезнут. И главное, что им нужно сделать, это переориентировать все свои форматы, темы. Переориентировать нужно на интернет, на сеть. То есть без этого никак. То есть они должны поменять формат, они должны стать мультиканальными, они должны набрать новых людей, которые умеют работать в интернете. По-другому никак. Окей. Направление номер 2. Интеграция. В принципе, в мире достаточно большой опыт, как это делается. Если вот, например, взять представителей других народов, там какие-нибудь баски, эстонцы, да кто угодно, то есть там даже очень мелкий народ, то есть по сравнению с башкирским, все движется в одну сторону. Невозможно оставаться где-то в сторонке от общих процессов, и при этом, чтобы твой язык, твоя культура развивалась. То есть, если ты хочешь, чтобы твоя культура развивалась, ты должен идти в ногу со всеми, ты должен усиленно внедрять те продукты, информационные, программные продукты, которые обеспечивают работу и функционирование языка. И мы это должны делать вместе со всем миром, а не сами по себе. Соответственно, из этого вытекает, что нельзя делать только для самих себя. То есть, если вы делаете продукт только для самих себя, только для своих каких-то потребностей самого узкого рынка, можете сразу бросать это дело, это бесперспективно. Значит, конечно, тут есть такие моменты. По поводу то, что мы конкретно Курултай советовали, у него есть реальная возможность оказывать некое содействие, некоторую помощь тем разработчикам, которые всем этим уже занимаются. Так как у Курултая есть необходимые полномочия и признание со стороны международного сообщества, именно он должен выполнять функцию посредника, функцию международного посредника, помогать договариваться большим компаниям и мелким разработчикам нашим, и не только нашим, в том, чтобы это все развивалось, чтобы башкирский язык, вообще любые башкирские продукты интегрировались в глобальные, в международные. И третье направление. Зачем нужно увеличивать объем данных? На самом деле все очень просто. Если, например, взять пример Рунета, когда-то там был полный хаос, было огромное количество нелегального контента, книги, музыка, мультфильмы, там очень-очень разный контент, все нелегально и вроде как не должно быть так, но
это нелегальность, это только одна сторона. Наличие огромного количества контента позволило людям быстрее интегрироваться в информационную вот эту среду новую, в интернет, понять и полюбить вот эти новые форматы, новые каналы доставки информации. Люди научились читать книги по-другому, люди научились читать новости по-другому, люди научились слушать музыку по-другому, смотреть фильмы, но именно на своем родном языке. И в случае с башкирским языком мы должны делать то же самое. Мы всеми силами должны наращивать объем контента. И первое, что мы должны сделать, это перенести тот контент, который был накоплен за предыдущее столетие и больше, в интернет. Сейчас это на самом деле, этот процесс находится на начальной стадии. Конечно, те вот эти направления, стратегии, которые мы выбрали, это только часть того, что нужно сделать. Если рассматривать все в глобальном смысле, то получится очень мощная вещь. Например, в своей работе, вот, в сообществе башкирские проекты, у нас есть своя стратегия, которой мы пользуемся при выборе проектов, чтобы не заниматься какой-то бесполезной работой, чтобы всегда быть в теме, чтобы видеть общую картину. У нас действительно есть своя стратегия, и сформулирована она не в виде текста, а вот таким образом. То есть это на самом деле карта, и все проекты, которые мы делаем и которые будем делать, они у нас отображены на этой карте. На первый взгляд, на самом деле, это кажется сложным, но когда ты видишь в целом все, что необходимо сделать, тебе легче понять, что из этого является самым важным, самым перспективным, и рассчитывать свои шаги наперед. Например, вот эта конференция, она является частью этой стратегии. Я сделаю так. Башкирские проекты официально заявляют, что мы эту стратегию опубликуем, потому что мы уже почувствовали, что есть огромное количество молодых людей, которые просто могут подключиться к этому процессу. Мы уже не являемся психами-одиночками, которые пытаются все это делать сами. Ну все, я думаю, что на этом я могу закончить. Сейчас должна подключиться Уфа. Володя, ты